Aquim yapısıyla pısını açar forum. Yara apşırgıt ya geçirgayt оппозиция хатарнак царгуана гара арыт союз шо окупштва. А форум акнаяла цважун написано о политика и социальной экономика и тагыла зааща зипшро. Сегодняшний форум имеет особое значение для нас всех. Молодые люди были и есть главной и решающей силой в любых преобразованиях. То, что сейчас я выскажу, возможно, разделяют не все, но я скажу, о чем многие думают, и сделаю это с уважением ко всем. 30 сентября мы все праздновали День Победы. Говоря это, я преклоняю голову перед всеми, кто отдал жизнь за свою Родину и наше с вами будущее. Я благодарю всех ветеранов, защитников Отечества. Ваш подвиг бессмертен. 25 лет, 1/4 века. Что мы имеем сейчас? Худший период в послевоенной истории Абхазии. Безусловно, эта ситуация имеет накопительный характер. Нам часто говорят, что растут внутренние резервы. Если это и так, в чем я очень сомневаюсь, на самом деле не имеет смысла, когда наши друзья и братья гибнут на дорогах, умирают от передозировки, стреляют друг в друга. Мы часто слышим фразы ради детей, ради молодежи, ради следующих поколений, что не нужно так делать ради нас самих. Ужасно, что политические интриги отдельных людей переходят на молодежь и отравляют их души. Молодые люди также несут историческую ответственность. Мы понимаем, что те или иные события имеют череду других событий, которые сложно прогнозировать. И мы надеемся, что данные обстоятельства должны быть очевидными сегодняшнему руководству страны, так как такое понимание отвечает реальному государственному подходу. У сегодняшнего руководства не получается работать на благо и консолидацию общества. Нам могут ответить: а вы уверены, что у других получится? Но это не аргумент. Уверенность может быть в том, что вы не справились, возможно, по ряду объективных и субъективных факторов. И говоря о президенте, сегодня перед ним новый вызов, уникальная возможность изменить ход истории и поставить ее на правильные рельсы. Сегодня требования общества к государству выше, чем в середине 90-х и даже в 2000-е годы. Это просто обусловлено эволюцией. Мы должны развиваться, ставить перед собой цели, превышающие по показателям предыдущие. И что же мы видим сегодня? Сегодня все показатели этих целей не дотягивают до ситуации десятилетней давности. Как то цифры госбюджета, криминогенная обстановка, да и в целом качество жизни простых людей. И такая ситуация находит свое отражение в виде недовольства в обществе. Молодежь Абхазии всегда была неравнодушна к судьбе своей страны. Так было во время Отечественной войны народа Абхазии. Так будет и в мирное время. Если государство не может удовлетворить и оправдать ожидания молодых людей, а именно обеспечить их рабочими местами, стимулировать молодые семьи, их жильем, вкладывать в знания, сделать спорт приоритетным и многое другое, то возникает социальное напряжение. Социальное напряжение никогда не способствует развитию. Какова картина сегодня? Не хочу сгущать красок, но она печальна. Смертность, ДТП, суициды, алкоголизм и наркомания приобрели такие огромные масштабы, которых страна не знала даже после войны. Какая работа ведется в этом направлении? Молодые люди сегодня, попросту не видя перспектив для самореализации и в поисках работы и лучшей жизни, уезжают из страны. Идет большой отток молодежи в Россию и другие страны. Мы хотим и должны жить в обществе образованном, продвинутом, где не будет наркотиков и криминала, где почитают старших. Народ измучен и истощен, он голодает. Если так и дальше пойдет, то хаос и анархия поглотят страну. Придя к власти, наши действующие правители напрочь забыли о своих обещаниях, и молодежь, по сути, оказалась вне границ их интересов. На наших дорогах гибнут десятки молодых людей. С другой стороны, молодежь все чаще становится инструментом спекуляций в грязных политических играх. Придя к власти, вчерашним оппозиционерам стало не до молодежи. Я считаю, что вся ответственность за происходящее лежит на действующей власти. Наши старшие братья были в таком же возрасте, когда они сыграли решающую роль в освобождении нашей Родины от грузинских агрессоров. 1000 из них
не пожалели свои молодые жизни ради того, что у нас с вами было свое государство, свободное и независимое. И наша с вами задача – строить и развивать независимую Абхазию. Вы сегодня собрались, потому что вас волнует то, что происходит в последнее время в нашей стране. Вы прекрасно чувствуете, что наше государство развивается не в том направлении. Можно сказать, что развитие остановилось полностью. Государственные институты, призванные обеспечивать устойчивое развитие, становятся формальными. Также формальными становятся и законы. Вы уже взрослые, образованные, прогрессивные молодые люди. Лучше других чувствуете, что вас обманули. Обманули ваших старших, обманули страну. Президент и его команда обещала нам реформы. Равенство всех перед законом, рабочие места, одним словом, обещали превратить нашу страну в рай. Что мы должны были, по их заверениям, почувствовать на второй день? Мы почувствовали и увидели, увеличилось число грабежей, убийств, изнасилований. Похищение людей стало привычным явлением в нашей жизни. Крестьяне хорошо почувствовали заботу власти. С увеличением пошлины мелкие и средние предприниматели поняли, что их любят и о них заботятся, когда повысили НДС и другие налоговые сборы. Очевидно, что власть неэффективна и дальнейшее ее правление губительно для страны. Хочется также обратить внимание на то, что оппозиция не переживает за намерение Хаджимбы баллотироваться на второй президентский срок, как это пытаются преподнести обществу его сторонники. Ситуация во всех сферах жизнедеятельности страны говорит о его низком рейтинге. Нас всерьез волнует очередная конфронтация, которая может возникнуть в связи с этим. Одно хочу сказать. Давайте искать пути, как из этого выходить. Мы можем много говорить, где у нас минуса, но забываем, что где-то мы имеем в своем сердце, в своем государстве где-то плюсы. Первый плюс – это наша государственность, которую за нашу историю, наверное, такой свободы мы не имели. Хотя эта свобода тоже для нас кажется мнимой, подконтрольной, но она есть, и мы ей не можем распоряжаться. За это время, которое уже послевоенное, очень много средств сюда пришло. Мы не задумываемся на том, куда они вкладывались, почему так они вкладывались. Мы сейчас задумываемся о том, что какой-то кусок хлеба остался, и мы должны до него добраться и потом на свое усмотрение его распределить. И я считаю, что это не так. Сегодня мы все гордо бьем в грудь и рассказываем, как мы готовы за свою родину погибнуть. Но никто из нас не говорит, как он готов ради нее жить. Мы сегодня о жизни мало разговариваем. Мы говорим только о смерти, о наркомании. И это, наверное, причина того, что сегодня кризис во власти, кризис в политике в общем, в целом. Но я скажу, что этому виной мы все, потому что сегодня мы их ругаем, завтра мы с ними за столами сидим, пьем, кушаем, руки жмем, обнимаемся. И когда проходят мимо люди, они понять не могут, что происходит. Я никогда не был ни анквабистом, ни богобщистом, ни хаджинбистом. Я просто был абхазом, который любит свою родину, который считает, что сегодня молодежь – это инструмент, который пытаются использовать. Но хватит нас использовать, может мы как-то организованно тоже заявим о том, что неправильно это. Я знаю, что война – это дело молодых, потому что они более энергичные, более выносливые, более отчаянные. Но политика и говорить, нас разделять, вот когда до меня оратор говорил, что нас делят на молодежную, не стоит. За последние 25 послевоенных лет Абхазия пережила несколько важных исторических этапов. Это прежде всего послевоенный этап или этап выживания, когда народы государства вынуждены были нацелить весь свой потенциал на удержание результатов итогов опустошительной войны, где, грубо говоря, стояло два ключевых вопроса – физически выжить и прокормить население. С признанием России независимости Абхазии, в результате которого вопрос военной безопасности был решен, наступила новая реальность, появились серьезные предпосылки для решения других, не менее важных задач, а именно строительство государственных институтов, развитие экономики, социальной и духовной сферы.
именно в этом направлении двигалась страна, в которой, безусловно, все еще сохранялось огромное количество проблем, для решения которых требовалось не меньшее сосредоточение потенциала государства и ее граждан. Очень точно, ярко, после войны это предвидел Владислав Ардзинба, который говорил, что самое страшное уже позади, а самое сложное еще впереди, имея в виду многочисленные послевоенные проблемы молодого государства. Вы, молодые люди, видите, с какими проблемами сталкиваются страны бывшего СССР, даже те, которые не пережили войну. Что уж говорить об Абхазии, где к последствиям развала Советского Союза добавились многочисленные беды, которым сопровождается любая война. Сожженные города и села, уничтоженные предприятия и заводы, разрушенная инфраструктура, многократное увеличение количества безработных, тысячи убитых и раненых, тысячи людей с травмированной психикой и, как следствие, всплеск преступности и беззакония. В 2008 году страна справедливо получила возможность для решения этих вопросов и продвигалась, пусть кому-то казалось медленно, в этом направлении. Безусловно, большая роль истории была отведена руководителям Абхазии того периода Сергею Багапш и Александру Анкваб. Воспользовавшись имевшимися проблемами, широко применяя такие инструменты, как клевета, популизм, массовое манипулирование сознанием граждан, оппозиция того периода во главе с Хаджимба в мае 2014 года осуществила государственный переворот, который предопределил итоги президентских выборов, и мы вступили в другой исторический период, в котором пребываем по сей день, характеризующийся количественным увеличением и остротой стоящих перед государством и обществом проблем. Надо дать должное Габли, наконец-то он честно и смело назвал вещи своими именами. Мы об этом говорим уже 3 года. К сожалению, реальность именно такова. Идет процесс дальнейшей интенсивной деградации государственных институтов. Незначительная часть граждан, приближенных к власти или состоящих в родстве, правдами и неправдами, открыто, не стесняясь, накапливают богатство и другие активы, когда как сотни тысяч, наблюдая эту несправедливость, накапливают злобу и гнев. Так долго продолжаться не может. Это чревато серьезным неконтролируемым социальным взрывом. Продолжается несправедливый процесс расслоения общества на бедных и богатых. Наши выводы и оценки основываются не только на словах экс-вице-президента, а прежде всего на глубоком анализе многочисленных документов, сейчас отправленных и своевременных действий руководства страны, оппозиции, граждан, зависит судьба Абхазии. То, что у действующей власти не получилось, очевидно уже для всех. Именно поэтому, с учетом всех аспектов, оппозиция требует от главы государства добровольно сложить свои полномочия и провести досрочные выборы. Форум Ялахуза Пхарапартета Пснахадаишха. Мы с глубоким сожалением констатируем, что страна под вашим руководством вступила в период опасной нестабильности, способной вызвать неконтролируемое массовое потрясение акции населения. Вы не смогли решить ни одну из многочисленных проблем, угрожающих основам нашего государства, то есть нашего дома Апсны. Ваша деструктивная деятельность лишает нас будущего. Мы не имеем права с этим смириться. В данной ситуации считаем, что единственно верным может быть решением о вашей добровольной, досрочной отставке с поста президента Республики Абхазия.